Сделать, чтобы опять у всех были рабочие места. Это убрать мигрантов. Вообще убрать. Они квоты вводят. Будем строить для них общежития, квартиры. Да вы что делаете? Вы своим сперва постройте общежития и квартиры. И зачем они нужны? В сегодняшнем видео расскажем о том, сколько Россия получает с мигрантов из различных стран. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в чем проявляется тупик в политике России. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Мне важно заработать столько денег, чтобы помочь моей дочери получить хорошее образование, создать ей такие условия, чтобы она никогда не испытывала ни в чем нужды. 25-летний Антон Боротов, несмотря на трудности, полон решимости отправиться на заработки в Россию. Он мечтает дать дочери лучшее образование и создать ей все необходимые для жизни условия. Стало известно, что поступления в городской бюджет Москвы по патентам трудовых мигрантов за январь-ноябрь 2018 года выросли на 12% и составили 15,9 миллиарда рублей. Также отмечалось, что доля мигрантов, получивших патент в российской столице повторно в 2018 году, составила 61%. Кроме того, сообщалось, что стоимость трудового патента для мигрантов 1 января 2019 года увеличится с 4,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Наличие трудового патента – одно из обязательных условий для легальной работы иностранных граждан на территории России. Прежде всего, это документ необходим гражданам Украины, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Стоит отметить, что такая цифра достаточно велика и составляет внушительную часть доходов России. Продажа трудовых патентов мигрантам приносит в бюджет Москвы больше доходов, чем столичные нефтяные компании. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы. За последние 5 лет условия работы трудовых мигрантов в России сильно изменились. Девальвация рубля, экономические проблемы на многих предприятиях, усложнение процедуры легализации привели к сокращению потока иностранной рабочей силы в страну. Наряду с уменьшением количества временных работников сокращается миграционный поток постоянных переселенцев. Уезжать из страны стали больше, а приезжать для постоянного проживания меньше. Без привлечения человеческого капитала из других стран российская экономика не сможет расти желаемым для правительства темпами. Мигранты из Таджикистана также стали менее охотно ездить в Россию на работу. Повышение цен на патенты, ужесточение правил отталкивают граждан и заставляют выбирать страны более привлекательные. Но правительство России пока ничего конкретного не делает, чтобы это остановить, а прожить без мигрантов они не смогут. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Что нужно сделать, чтобы опять у всех были рабочие места? Это убрать мигрантов. Вообще убрать. Они квоты вводят. Будем строить для них общежития, квартиры. Да вы что делаете? Вы своим сперва постройте общежития и квартиры. И зачем они нужны? Вы повесите объявление. И вы увидите, что все рабочие места будут заняты. Вам не нужны мигранты. Они не вывешивают. Потому что мигрант приезжает, ему говорят: вот ты дворник, вот твой участок 30 тысяч. Получать будешь 15. Согласен? Согласен. У него нет денег никаких. Поэтому они берут мигрантов. То же самое на стройке. Вообще никакой ведомости нет. Может быть, даже вообще не платят им по полгода. Поэтому как решить проблему? Ввести визовый въезд. Визу давать очень-очень ограниченно. И закон, что если на любом предприятии, стройка, завод, подвал, подполье, мы обнаруживаем незаконных мигрантов, то хозяин, который их пригласил, лишается права заниматься трудовой деятельностью самостоятельно. И предприятие полностью ликвидируется. То есть наказать нужно того, кто приглашает. Если я 4 марта стану президентом, я решу то, что я сказал. Если не стану, они ничего не решат. И не просто не решат, а будет хуже.